Мандарины в Абхазии – одна из главных сельскохозяйственных культур. Почти все собранные цитрусовые идут на экспорт, как правило, в Россию. В республике они практически не остаются. Высокая урожайность цитрусовых в 2020 году обусловлена тем, что в хозяйствах в полном объеме проводились необходимые агротехнические и защитные мероприятия. Кроме того, немаловажную роль сыграли благоприятные погодные условия. Так, по данным Министерства сельского хозяйства, за 2020-2021 урожайный сезон на экспорт реализовано более 53 тысяч тонн мандаринов. Это очень много для Абхазии, я имею в виду, потому как если считать, что в советское время, когда все работало, около 70 тысяч тонн вывозили за пределы Абхазии. Орех 2260 килограмм, хурма 819 тысяч, фейхоа 1000 с лишним, киви, он как-то меньше спрос имеет, и поэтому особо не было. Но вот все это, я думаю, что сказывало на то, что мы посчитали, если брать среднюю цену за мандарины, скажем, которые были перевезены за пределы Абхазии, 43 тысячи тонн до Нового года, то крестьяне смогли продать, начиная от 25-20 до 40 рублей. То есть в среднем, если 30 рублей брать, то где-то 1 300 000 000 рублей – это то, что крестьяне заработали, которые собрали урожай и продали. То есть не имея в виду предпринимателей, которые занимались перевозкой, или тех, кто занимается на границе перевозкой, закупая на этой стороне, перепродают на той стороне. Стоит отметить, что при перевозке сельхозпродукции, в частности цитрусовых, через абхазо-российскую границу люди сталкивались с некоторыми трудностями. Российская сторона выполняет предписания Евразийского соглашения, где определены виды и категории товаров, их тоннаж и стоимостная величина, которые разрешены для беспрепятственного ввоза на территорию страны. Так, на любой вид фруктов и цитрусовых установлена норма не более 25 килограмм на человека. И, конечно, когда крестьяне вывозили на личном транспорте груз, превышающий эту норму, российские таможенники возвращали их обратно. Кроме того, уже на российской стороне большегрузы вынуждены были стоять по несколько дней в очередях. После переговоров правительств двух стран ситуация улучшилась в разы. Проблемы были в том, что сама граница имеет какую-то мощность перевозки, то есть свои параметры, сколько она может машин в день пропустить, то есть за сутки пропустить через границу груженных, потому что там не только же мандарины, там и вся остальная продукция идет, и поэтому нагрузка была большая, но мы смогли организовать предприятия, которые занимались внешнеэкономической торговлей, и они здесь уже в Абхазии организовали свои посты, где они оформляли весь документ, пакет документов и машины практически уже на абхазской стороне, чтобы не было очередей, попадали сразу на российскую сторону. Там они тоже пошли навстречу после некоторых проблем, которые появлялись, и после того, как вмешался и президент, и премьер-министр, со своими коллегами связались, и потом мы уже здесь на месте решали с коллегами, представитель таможенного комитета здесь России находился в Абхазии, занимался этим вопросом. Одним словом, все это сказало, что мы смогли перевести. Это 53 тысячи тонн, это большое количество через границу перевести за 2 или 3 месяца небольших. Как известно, на последнем в прошлом году заседании сессии парламента депутаты не утвердили республиканский бюджет Абхазии на 2021 год. Согласно проекту закона, на развитие сельского хозяйства предлагалось выделить 100 миллионов рублей. Но в ходе обсуждения некоторые депутаты предлагали перенаправить часть средств на ремонт воздушной линии Ачгуара. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу рассказал, что в министерстве есть ведомственная программа, в которой расписано, куда и на что будут направлены средства. В Минсельхозе надеются, что бюджет будет утвержден в полном объеме. Я не скажу, что парламентарии не понимают этого. Кто из них не высказывал, что сельскому хозяйству не нужны эти деньги. Просто были проблемы с энергетикой, проблемы с пандемией связанные. И они искали деньги, какие можно у кого-то немного забрать, чтобы решить проблему, например, энергетики, связанные с ремонтом Ачгуары-2 и все остальное. Но в связи с тем, что эти средства каким-то образом руководство Абхазии находит без бюджета, то мы сейчас вроде имеем с парламентариями сейчас будут рассматривать, надеемся на то, что эти 100 миллионов, которые отпущены на развитие сельского хозяйства правительством, руководством бюджета, и утвердят парламентарии. Вроде мы об этом договорились, они это понимают, знают, что и сельское хозяйство, селу нужны эти деньги. Это не такие большие деньги, чтобы сказать, что можно на это развить сельское хозяйство в Абхазии. Но это небольшой стимул, это небольшие деньги, которые можно пройти в село с проектом. И мы под эти 100 миллионов,
имеем ведомственную программу, где вот здесь вот пошагово, по рублям указано, на какие мероприятия, на какие отрасли эти деньги пойдут и каким образом будет это приниматься. То есть здесь и растениеводство, рыбное хозяйство, переработка, небольшие линии в селах предусмотрены. Ну, все, что касается вот то, что необходимо сегодня, изучились вместе с специалистами. После утверждения бюджета Министерства сельского хозяйства его руководители намерены выехать в районы со специалистами и вместе с главами сел обсудить пути реализации программ. А уже с наступлением весны, как и в предыдущие годы, приступят к полевым работам. Мы сможем, наверное, помочь как-то подготовить МТСы наши, чтобы они смогли поработать. Но вот техника, в основном, она присутствует на наших машино-тракторных станциях. Мы с ними разговаривали, собирали их, они готовы, техника готова. В 2020 году была большая группа с Министерства сельского хозяйства России, они изучали вот перспективы развития сельского хозяйства в Абхазии. И в плане техники было утверждено, что количество техники, именно они готовы были нам помочь с техникой, тех же вот белорусы для вспашки, но исходя из наших площадей и то есть то, что может трактор обработать, то количество тракторов у нас хватает. Другое дело, как их содержать, каким образом. Вот, если мы получится, если бюджет будет утвержден, мы каким-то образом попробуем с запчастями помочь первое время. Там колеса и орудия, сельхозорудия, вот тракторам прицепные, навесные. Вот таким образом, если сможем помочь, дальше они сами справятся. Я думаю, цены повышаться не будут, переработку за вспашку и все остальные, они остаются на тех же уровнях, они приемлемы, хотя кто-то считает, что это дорого, но они намного ниже, чем в других странах и вообще. Также с наступлением тепла Министерство сельского хозяйства возобновит обработку химикатами цитрусовых и плодовых насаждений для защиты от мраморного клопа и грибковых заболеваний. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.